Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Почему он так холоден? Почему он не говорит о своих чувствах? Пожалуйста, если тема вам интересна, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Почему ты так холоден со мной? Почему не говоришь о своих чувствах? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим. Что же у вас за мужчина такой, да, холодный, который не говорит о своих чувствах и эмоциях? Так, ну он сразу сам вышел он в позиции, я не знаю, какой-то жертвы, страдальца, по-другому и не скажешь. Человек, он вышел, человек опустошенный. Вот как хотите, он опустошенный. Эмоционально он опустошен. У него здесь, смотрите, как отыграется, да? Либо этот человек, он не свободен, и у него есть, например, там жена, другая семья. А может быть ситуация и другая. Мужчина мог, скажем так, пережить в прошлом какие-то сложные отношения, болезненные отношения, которые его очень сильно ранили. Плюс, мои дорогие девочки, пожалуйста, только не обижайтесь. Я вижу, что вы очень такая, знаете, ну, не щедрая на чувства, не щедрая на эмоции. Вы очень сдержанная, вы очень такая, знаете, вот прям воспитанная, хорошо, приличная. Вы вот у меня по характеристике вот прям такая аристократичная девочка. Неважно, сколько вам лет, да, девочки, мы все девочками рождаемся и все девочками живем. У вас нету вот этого липучести, да, вот есть такие девушки на женщины липучки, вот прям прилипла, как репях, и от нее не избавиться, да, вот там мужчина идет, она там за ногу его так схватила, тащится за ним, да, не бросай меня, не бросай. Вы не такая, вы никогда не будете навязываться, вы никогда не будете выпрашивать любовь, нет, это не про вас. И вы всегда сдержаны, вы сдержаны, потому что ваша улыбка, ее заслужить надо. Просто так вы не будете улыбаться всем подряд, вы не будете дарить себя, это нужно действительно заслужить. Вы человек немножечко, да, действительно с ледышкой в сердце, но при этом для своих вы готовы на все, понимаете, вы вот такая сложная, вы сложная, понимаете, и он не знает, как правильно к вам подойти. Ну, не было у него в жизни таких женщин, девушек, как вы, не было, нету опыта, и хочется, и колется. Он себя все время сдерживает, он себя, вы знаете, как будто бы цепями сковал, да, и говорит, что, ох, если я сейчас, да, поспешу, я натворю ошибок, она меня пошлет, и мне как будто бы заново нужно будет ее добиваться, пытаться выстраивать отношения. Лучше я там потерплю, да, условно там несколько недель потерплю, но у нас там с ней все сложится. Мужчина, да, сложно. У него, еще раз говорю, вот у него прошлое прям таким огромным хвостом на нем висит, да? Смотрите, вот такой хвост, на котором куча людей. И вы, с другой стороны, очень закрытая. Он ждет от вас, понимаете? Он реально ждет от вас. Вот он привык, то ли женщины такие были в его окружении, то ли отношения у него так начинают. Он ждет, что вы там ему как-то там подмигнете, намекнете, там какой-нибудь, я не знаю, там разговорчик, там типа помоги мне, а давай там куда-нибудь там сходим, и он там с радостью отзовется и будет вашим. Но вы на это не пойдете, это не ваш вариант, вы этого делать не будете, потому что вы старой закалки, да, то есть у вас мужчина должен вас добиваться, он должен вас заслуживать, он должен вам соответствовать, и на другое, на меньшее, да, на меньшее вы не согласны. Вот, мои дорогие девочки, что я хочу сказать, вы в такой ситуации, вот в его ситуации вашей, вы долго будете переглядываться, и ваши отношения, они будут, все время там по тормозам, да, сходить на тормоза, и они не будут так активно развиваться, как бы вам, например, этого хотелось. Что делать в этой ситуации? Я могу дать вам такой совет. Во-первых, да, действительно,
Не надо столько холода во взгляде. И если мужчина нравится, если вы хотите с ним каких-то отношений, то хотя бы начните на дружеской основе с ним больше общаться. Дайте ему понять, что вы заинтересованы в нем, пусть даже не как в любимом человеке, но как в друге. Да? Вот что, да, я хочу с тобой дружить, ты мне нравишься, ты интересный человек, почему и нет. Что касается мужчины, но здесь мужчина, понимаете, он все-таки, да, уж слишком у него там много мозолей любимых, которые вот прям болят, дают о себе знать. Плюс у него еще ситуация, что у него за спиной есть люди, которые, ну, вот такие попрошайки, да, дай, ты должен, давай нам, ты должен, да, то есть от него ждут. Если у него есть семья, то там, конечно, он там его ни во что не ставят, его там используют как могут, и ну, он там никто, и звать тебя никак, да, кошелек на ножках, вот такое там он занимает место. Он это знает прекрасно, мечтает из этой ситуации выйти, думает об этом, но пока, ну, как бы, да, цели нет. Ради кого, да, это делать, вот он не знает. Вы, кстати, очень хорошо вписываетесь в этот формат, чтобы ради вас там поменять свою жизнь. Если же у человека были болезненные отношения, все равно я вижу, что у него там прям пиявочки, да, из прошлого есть. Возможно, его женщина в прошлом очень сильно обидела, оскорбила как мужчину во всех его проявлениях, да, сказала, что ты там ничтожество, ты там, не знаю, неинтересный, у тебя там, я не знаю, волшебная палочка, не знаю, там микроскопических размеров, да, там вообще ей пользоваться не умеешь. То есть он пережил какое-то унижение, оскорбление, и оно в нем просто культивировалось со временем. То есть он понимает, что там женщина, как бы, да, она там наговорила, но с другой стороны настолько это было болезненно, настолько это впиталось у него на подкорочку, записалось, что он ничего с собой поделать не может. Он вообще убегает от женщин, которые ему очень нравятся. Почему? Потому что вот если женщина ему очень нравится, и вдруг эта женщина ему скажет похожие хотя бы слова, не такие же похожие, то он просто этого не перенесет. Для него это вот прям как, ну, удар по бубенцам, понимаете? Вот, боится, а вы понимаете, он что-то видел или слышал о вас, что вы жесткая, что вы можете прям прошерстить человека вдоль и впоперек, да, и против шерсти погладить. Все, что вот прямо вам кажется неправильным, несправедливым, вы говорите в лицо. Вот это и ваша характеристика, он очень сильно боится. Вот еще раз говорю, то ли он видел, что вы с кем-то так поступили, да, кого-то вот прям отчитали, то ли он слышал от кого-то, что есть за вами такое, вводится, да, такая норма поведения. Вот это страшно, потому что скажет, ага, я ей что-то не то скажу, либо там в постели что-то не то сделаю, а она меня пройдется по мне, вот, и буду я бедный, буду я несчастный. Так, этот мужчина для себя решил, что нужно с вами общаться, когда вы будете немножечко расслабленная. У него только один вариант, да, как вас расслабить, это немножечко вас подпоить. Вот, и по-хорошему, потихонечку с вами вот прям, ну, начать разговаривать. Он с вами так, кстати, может и разговаривать. Он может там как-то смотреть, как щенок на вас в глаза, он может вздыхать по вам, но при этом про любовь, про чувства ни слова. Опять же таки, да, его останавливают вот эти его душевные травмы, раны сердечные, которые не дают. Будет ли он действовать? Да, будет. Да, будет у вас какой-то момент, я не знаю, это что-то, если вы вместе работаете, то будет какой-то праздник, там, где люди вот на веселе, хорошее настроение, и он к вам прям таки будет подкатывать. Если это просто какой-то ваш там приятель, знакомый, с кем вы там пересматриваетесь, у вас вот общение будет то ли в интернете, что ли, да, в интернете он будет вам говорить, и то он будет какими-то намеками, и вот прям очень медленно будет, вот прям медленно идти ваши отношения, вот выстраиваться, он будет выходить из своей скорлупки, из своей вот этой вот, из своего панциря, да, и говорить вам о своих чувствах. Сначала это будут какие-то прям томные взгляды, потом это будут намеки, потом это будут какие-то разговоры о, не знаю, о высшем, да, о каком-то другом, да, вот типа кто-то, где-то, о чем-то. То есть он будет почву прощупывать, он ее будет зондировать, там, не знаю, с металлоискателем прочесывать. То есть очень долго он будет за вами ходить.
очень долго он будет в такой нерешительной позиции. Но как вам добиться быстрого результата, если вы устали, не хотите ждать? Ну, алкоголь тут все решит. И если есть возможность, напоите и получите результат. Мужчина расскажет все, что у него на душе, все, что он думает, чувствует, прям просто исповедуется вам. Он молчит и холодный не потому, что вы ему не нравитесь, а потому что он не знает, вот еще раз обращаю ваше внимание, не знает, как общаться с такими девушками, как вы. Вы для него просто девушка, не знаю, там, лакшери, да, просто, ну, не было таких правильных, красивых, умных, самодостаточных, их просто не было. Были там приставалы, прилипалы, репихи и прочее. Ну, может, он и специально выбирал таких женщин, чтобы, ну, скажем так, ну, он думал так, что я выбираю глупенькую, да, и она там не поймет, не догадается меня там оскорбить, либо еще что-нибудь. А вот умных женщин он опасался, избегал. А тут, смотрите, какая, да, накладочка вышла. Влюбился в вас, он влюбился. Очень вы ему нравитесь, покоя ему не даете. Он думает, мечтает, но опять же таки, да, он, несмотря на то, что он, кстати, выглядит очень таким решительным, прям такой мужик мужиком, да, но а в душе маленький мальчик, который боится, что его накажут, боится, что он будет не понят, боится, что его высмеют, да, опозорят. Вот это он очень сильно боится. Знаете, вот прям девочки, у кого есть мальчики, детки, да, сыновья, будьте крайне аккуратны и объясняйте, что слова, они могут быть оружием. И не всегда слова отражают реальность. Словами нас часто ранят. И вот эти комплексы, которые будут посеяны в детстве, они могут вместе с ребенком вырасти. Да? И вот сыграть вот такую нехорошую службу, скажем так. Да? Вот вылиться в такое нехорошее состояние. Когда человек и рад бы, да, но комплексы настолько сильны, настолько они его давят, прям на горло ему наступают, что он ничего сделать не может. Этот человек вам признается. Пройдет время, здесь где-то месяца 2, он признается, он вам потихоньку, да, начнет говорить о своих чувствах, эмоциях. Если человек не свободен, у вас будет роман, но он будет такой, знаете, ну какой-то не ставьте много надежд, да, не делайте ставки на роман с женатым мужчиной, потому что этот мужчина, при всем при том, что он понимает, что дома там ничего нет, он очень обязательный, то есть он будет выполнять свои обязательства. И даже если он, например, разведется, женится на вас, будьте готовы к тому, что его дети, там, бывшие всегда будут участвовать в вашей жизни, и просто вот, ну, не продохнешь из-за них. Вот такая идет ситуация. Он никогда не откажется от тех, за кого он несет ответственность. И также будет и с вами, да, если он будет нести ответственность за вас, он будет, ну, всячески вас там охранять, оберегать и решать ваши проблемы. То есть человек в этом плане обязательный. Если у человека никого нет, и вы выйдете на общение, то у вас общение, знаете, главное, чтобы оно не вышло в интернет. Потому что в интернете вы можете общаться на любые темы спокойно, там друг другу, особенно если там переписываетесь, там, либо даже по видео говорите. Но когда вы будете в жизни встречаться, то между вами может быть прям действительно какая-то робость и с вашей стороны, и с его стороны. Так что если вы с человеком свободным в отношения входите, то старайтесь все выводить из интернета, выводить из этой сети в реальную жизнь. И тогда, возможно, ваши отношения даже вот прям выльются в какие-то серьезные, конкретные, в любовь и счастье. Да, мужчина, конечно, сейчас молчит, но вот по этому глазу 100% за вами постоянно ведется слежка. Причем тайная, да, чтобы вы случайно там не догадались и не узнали. Вы ему очень интересны, вы его очень маните. Но ну, вот такие у него обстоятельства по жизни. Сложно ему сказать, сложно ему с вами объясниться. Так, гадание мое на этом закончено. Огромное спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.